Накануне поздно вечером в сельском поселении Троицкое загорелись оптовый магазин и складское помещение. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара привлекали силы и средства регионального главка МЧС и сотрудники поисково-спасательного отряда РШИ. Также сегодня в сельском поселении Нестеровское Сунжинского района при газовоздушном хлопке в частном домовладении без последующего возгорания пострадали 5 человек. Сигнал поступил в МЧС в 6:20 утра. ЦРБ «Травпункт» были доставлены 2 пострадавших от взрыва бытового газа. Больная Чербижева, 83-го года рождения, с ожогами верхних, нижних конечностей, лица и верхних дыхательных путей. Примерно площадь ожогов около 40%. Она в тяжелом состоянии, но состояние стабильное, находится в реанимационном отделении. Вся необходимая помощь оказана в полном объеме. Сейчас готовим документы и при необходимости будем решать вопрос о переводе в ожоговый центр города Махачкалы. Второй больной 71-го года рождения, Илиев. У него тоже верхние и нижние конечности, площадь поражения около 20%. Находится в травматологическом отделении, состояние средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Сунжинскую центральную районную больницу. В последующем детей перевезли в ДРКБ. Это 3 детей, 12, 10 и 7 лет. Состояние детей тяжелое. Дети находятся в реанимационном отделении и получают полный объем помощи. Из-за отсутствия должного внимания газораспределительных приборов такие случаи в республике значительно участились. Только за 2023 год на территории региона произошло 358 пожаров, в которых при взрыве газа пострадали 9 человек и погибло 12. За неполные 2 недели с начала этого года произошло 10 пожаров и 1 взрыв газовоздушной смеси. В связи с этим сотрудники «Газпром» провели профилактический рейд в 10-м микрорайоне Магаса. «Газпром» обслуживание. Заключите договор даже. Где уже тут обходишь раз в год. Сотрудники сразу направляются на кухню, где установлен отопительный котел. Здесь проживает семья Дударовых. Работники проверяют все газовые сети, которые подключены к приборам, от которых может вспыхнуть пожар. Тщательно осмотрев все соединения, специалисты проблем не обнаружили. Такие обходы надо проводить чаще, считает хозяин квартиры. Технический договор заключить Этажом выше живет семья Ажиговых. Тут сотрудники газовой службы нашли неисправность в отопительном котле и предупредили об угрозе жизни. Полная проверка его, полностью утечки моста, на счетчике, цена утечки, единственное, вот уже гофры и уже гофры пенят, соответствующие, на металлические дорожки. В «Газпром» Межрегионгаз призывают жителей республики заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. В нескольких местах были обнаружены несертифицированные гофры. Абоненту были выданы акты уведомления, чтобы они устранили эти нарушения. Как показывает практика, с наступлением холодов люди начинают активно использовать газоотопительные оборудования, которые при отсутствии должного осмотра могут привести к утечке газа. Жители должны понимать, что не соблюдая условия пожарной безопасности, они ставят под угрозу не только свое имущество, но и собственные жизни. И вот чтобы этого не допустить, такие проверки сотрудники «Газпрома» планируют проводить чаще. Михаил Тангиев, Абдулмажид Халухоев, Магомед Дарсигов. Новости 24.